Как отмечают Масленицу? Конечно, пекут блины, устраивают народные гуляния и обязательно ходят к друг другу в гости. В старинных книгах этот праздник описывается как один из самых долгожданных и веселых, дарящий людям тепло и надежду на лучшую жизнь. Считается, что чем активнее вы проведете масленичную неделю, тем благополучнее будет год. О том, как празднуют Масленицу в Казахстане, расскажет Екатерина Петроченко. Маслена, блинница, объедуха, целовальница. Названий у самого любимого праздника славян Масленицы не пересчесть. Масляные торжества длятся целую неделю перед Великим постом. Веселыми гуляниями христианский народ провожает уже поднадоевшую зиму. Чем громче и радостней проводы, тем плодотворней предстоящее лето. Масленица – это самый веселый праздник, это проводы зимы, это встреча весны, когда пробуждается природа, когда появляются первые листочки, травка. Это настолько все интересно. Праздник делится на два периода – узкая и широкая Масленица. Первые 3 дня считаются подготовительными. Родственники ходят друг к другу в гости, угощают сладостями, делятся рецептами. На открытой площадке устанавливают соломенное чучело главной виновницы события – Маслены. С четверга, который носит символичное название «Разгул», в населенных пунктах заканчиваются все хозяйственные работы. Народ выходит на улицы, чтобы вдоволь накататься с ледяных горок. Эта традиционная забава радует и взрослых, и детей в последние дни зимы. Каждый год Масленица начинается в разное время. Дата зависит от начала Великого поста. В этом году Масленичная неделя начинается с 11 марта. И каждый день имеет свое название. Сегодня понедельник, и мы сегодня встречаем Масленицу. А конец Масленицы – это воскресенье, когда мы будем провожать нашу Масленицу. Люди испокон веков воспринимали весну как начало новой жизни и почитали солнце, дающее силу всему живому. Считается, что вкусить часть солнечной энергии можно, попробовав главное праздничное блюдо – масленичные блины. Они являются своего рода символом Масленицы, без которого невозможно представить этот праздник. Блины, они символизируют как бы солнышко, то есть приход весны, когда природа пробуждается, когда трава появляется из-под снега, когда прилетают к нам птицы, когда день становится длиннее, солнце светит ярче. 5-й блин мы слопали, на нас юбки лопнули, пойдем юбки зашивать, чтобы есть блины опять. Масленица – это праздник свободы. Каждый веселится так, как ему нравится. Глядя на то, как отдыхает народ, можно провести параллели с европейскими февральскими фестивалями, например, с бразильским карнавалом или немецким фашингом, когда люди, надев маски любимых героев, напрочь забывают об общепринятых нормах поведения. Цель, по сути, одна – безудержным и шумным весельем прогнать холода. Лучший способ развлечься на Масленицу, да и согреться тоже, это, конечно же, песни и танцы. Причем у нас в Казахстане они не обязательно русские народные. Ну и какая Масленица без частушек? Праздничное настроение царит повсюду. Православный люд надевает свои самые лучшие наряды, выходит на улицы и приветствует друг друга. Юноши, желающие найти себе невесту, демонстрируют новые сани, приглашая приглянувшихся девушек покататься. К слову, молодые люди, решившие пожениться в этот период, играют свадьбу на Красную Горку, первое воскресенье после Пасхи.
Один из философских подтекстов Масленицы – это выплеск накопившейся за зиму негативной энергии и мирное урегулирование различных конфликтов и ссор. Относительно мирное, как, например, традиционные кулачные бои. Свою силу можно продемонстрировать и в других состязаниях – борьбе на руках, поднятии тяжестей, перетягивании каната. В последний день праздничной недели должно происходить очищение огнем. Этот обычай сохранился еще с языческих времен. Необходимо сжечь старую одежду, посуду, ненужные предметы мебели, чтобы избавиться от негатива. А под самый вечер огню придают и саму маслену, провожая ее традиционными напевами. Последний день сжигает символ Масленицы – соломенное чучело. Это символ того, что мы прогнали зиму и встретили весну. Здравствуй, весна, наступай, весна! С праздника, с Масленицы всех! Вместе с чучелом зимы маслены народ мысленно сжигает все свои невзгоды, беды и ненастья и открывает свое сердце для новой жизни.